Рабочая поездка президента Садыра Джапарова в Ош и Ошскую область запомнилась не только посещением объектов, но и прямыми встречами с жителями. Тысячи людей пришли, чтобы лично озвучить свои проблемы. Поднимались как личные вопросы, так и темы, касающиеся целых районов. Во время встреч жители открыто говорили о накопившихся проблемах и просили их решения. Уже в первый день на встрече с жителями Оша большинство обращений касалось последствий работы прежнего руководства города. О проблемах заявляли как простые горожане, так и предприниматели. Бізде разы қылбай, мыйзамсыз тартып алып қойышты. Жолды салып қойышты. Ош шаарынын мурунку мэрия жетекчилиги. Ошо 70 гектардын канча жерине жол түшүп калды? Аны ошол өздөрү тиешелүү адистер билет. Ал жерде канча кишинин жери? Сиздики элеби же башка? 1300 адамдан ашык 10 сотиктен тийген 70 гектар жер 1300 адамга тиешелүү. Одной из самых обсуждаемых тем в Оше стал снос жилья. В прошлом году активно освобождались территории, выходящие за красную линию. Однако жители заявили, что под снос попали и дома, не нарушавшие границы, и в ряде случаев демонтаж был проведен незаконно. После встречи мэр города Жанарбек Акаев начал прием граждан и сообщил, что работа по рассмотрению обращений уже ведется. Президент снос иштерин компенсация боюнча жана келемте төлөө боюнча маселени өтө созуктурба деди. Президент поручил не затягивать решение вопросов, связанных со сносом, и урегулировать их в кратчайшие сроки. Планируем завершить эту работу в течение 2-3 месяцев. Денежную компенсацию выплачивать не будем. Вместо этого проведем трансформацию земель и предоставим участки владельцам снесенных объектов и бизнесу. По крупным объектам решения уже приняты. В течение месяца намерены прийти к единому соглашению почти с 400 владельцами коммерческих объектов. Жанагы коммерциялык объекттердин ээлери менен бир пикирге келебиз. Азыр 2 күндүн биринде мындай сүйлөшүүлөр жасап атабыз. Президенттин тапшырмасына ылайык аларды бир максимум 3 айдын ичинде компенсация маселеси толугу менен жабылат. В Карасуйском районе ключевой темой стала работа крупнейшего рынка и его дальнейшее развитие. Для местных жителей это основной источник дохода. Президент напомнил, что ранее поручил создать современные и комфортные условия на всех крупных рынках страны. Мунун бардыгын иретке келтиребиз. Салып бүтүп, анан киргизерде бир дагы соодагер тышта калбайсыздар. В Карасу мы построим современный торговый комплекс. Возможно, он будет не таким крупным, как в Бишкеке, но удобным и отвечающим всем требованиям. Ранее вы покупали контейнеры у прежних владельцев рынка. Судя по вашим словам, платили даже больше. Все эти вопросы мы приведем в порядок и оформим законно. После завершения строительства проблема будет решена. Земли, возвращенные государству, также не останутся без внимания. 5 гектар жер экен, бир эле киши 5 гектар делип алган экен. Анан ошо 5 гектарга контейнерлер тизип коюп туруп, силерге ошо 22 миңден 30 миңден саткан. В Чоңалайском и Алайском районах жители поднимали вопросы дорог, школ и детских садов. Президент подчеркнул, что к 2028 году в стране не должно остаться аварийных школ, а асфальтирование дорог будет проведено до отдаленных сел. Билим берүү, мектеп, бала бакча, соц объекттер боюнча биз мына эң биринчи биздин приоритетибиз 5 жылдан. С момента вступления в должность приоритетом для меня стали образование и социальная инфраструктура, школы, детские сады и другие объекты. Были случаи, когда дети учились в старых контейнерах. Аварийных школ было очень много. К 2030 году в стране не должно остаться ни одной старой школы. Все будут обновлены. Бардыгы баягы 60-70-80 жылы салынган мектептер айылдарда. Ошолорду жылына 100 кылып жаңыртып келтабыз. В Каракулчинском и Узгенском районах жители чаще всего говорили о проблемах с питьевой водой, дорогами и школами. Глава государства сообщил, что в Каракулчинском районе уже заасфальтировано 65 километров дорог, включая участок трассы Мырзаки-Каракулча. Жолдор боюнча дагы силер айтпасаңар дагы биз акыры бир күнү силердин айылыңарга чейин асфальтка жеткизебиз. По ремонту дорог работа уже ведется даже без напоминаний. Постепенно мы дойдем до внутренних улиц каждого села. Если раньше ежегодно строили около 200 километров дорог, то сегодня этот показатель достиг 1500 километров. В дальнейшем объемы будут только расти. Марттан баштап октябрга чейин. Былтыр 1,5 миң бастык. Быйыл дагы 1,5 миңден кем баспайбыз асфальт.
Президент также отметил, что часть вопросов должна решаться на уровне местной власти. Он добавил, что после 10 мая руководство области начнет выездные проверки районов. Мен 2-3 күн мурун ошо кыдырып жүрүп мен түшүндүм да ушул райондо болобу, айыл өкмөттөрдө болобу жергиликтүү калктын проблемалары, арыз муңу. Во время поездок по регионам я понял одну важную вещь. Большинство проблем людей можно решить на уровне айлокмөтү, акима или губернатора. Учитывая это, я дал поручение. После майских праздников руководители будут ежедневно не менее 3 часов принимать граждан. В этой работе должны участвовать и представители МЧС. Айыл өкмөттөргө барып 3 сааттан кем эмес ар бир айыл өкмөттө элдин арыз муңун угат. Встречи проходили в открытом формате «Вопрос-ответ». Ряд обращений был решен на месте, по ним даны конкретные поручения. Такой формат прямого диалога позволяет обсуждать проблемы не в кабинетах, а на местах, ускоряет принятие решений и усиливает ответственность на всех уровнях. Айтунук Мамытова, Бектур Калыбек улы, ЛТР. Итоги недели.